Маршал Фурделир. Валейкум салам. Сегодня 7 марта 2026 года, 19 часов по Брюсселю, 21 час по городу Джохару. Друзья, у нас сегодня 204-й стрим на платформе открытого диалога информационно-аналитического центра Президиума правительства Чеченской Республики Ичкерия. Сегодняшний стрим я назвал «Война США-Израиля против Ирана. Втянут ли Азербайджан и Чеченскую Республику Ичкерия?» Такой же вопрос у нас есть для наших зрителей в чате, друзья. Вы можете отвечать на эти вопросы, на этот вопрос, как вы считаете. Всем тем, кто находится во временно оккупированной Ичкерии, пожалуйста, заботьтесь о вашей безопасности, не пишите комментарии и не распространяйте ссылку на наш стрим. Смотреть пока вроде бы безопасно. Стрим у нас идет, как обычно, на официальной странице Президиума правительства Чеченской Республики Ичкерия в Telegram. Вы можете зайти туда, задавать вопросы, непосредственно сами принять участие в нашей сегодняшней беседе. И на YouTube-канале Reality, и в канале TikTok идет наш стрим сегодняшний. И, как обычно, сопредседателю Президиума правительства Чеченской Республики Ичкерия Аяду Идигову я передаю слово. Аяд, вам слово. Добрый вечер все те, кто нас слушает, дорогие друзья и слушатели. Ух, Аяд. Сейчас, все хорошо. Все нормально. Повторюсь, дорогие друзья, приветствую вас всех, кто сегодня нас будет слушать. Мы все обеспокоены той ситуацией, которая сложилась в Иране, в Украине и вообще, что происходит в этом мире сейчас. В основном, если сделать анализ короткий о том, что происходит в мире, послушав и известных нам аналитиков, то, что написано в разных газетах, то можно прийти к заключению того, что нападение, скажем, на Иран связано с тем, что ситуация в мире раскрутится таким образом, что где-то в какой-то стране, скажем, в Соединенных Штатах Америки, есть какая-то внутренняя проблема, а в другой стране, скажем, в Израиле тоже есть своя вечная проблема, когда одна страна всегда пытается ее уничтожить, так как она не должна существовать по их логике. И в то же время мы видим, что как бы это ни было, война идет, продолжается в Украине, и продолжение этой войны, нападения России на Украину, тоже она не останавливается. Это целый клубок вот таких вот движений, которые могут в какой-то степени отразиться на ту или иную, там, скажем, сторону, чтобы было удобно кому-то или экономически, или политически, в военном плане. Так что мы в этом плане можем это смотреть и разобрать. И если говорить о том, как вот эта война, которая развязана сегодня образно я говорю, против Ирана, как она влияет в целом на ситуацию войны, которая происходит в России против Украины. И как это отражается на позицию и на то, что происходит, скажем, с тем, что на территории Чечни сегодня сидят марионетки российские. Россия захватила эту территорию, как и другие территории, как вот Приднестровье, Грузии, Украина, естественно. То есть вот это все, оно все связано, как мы видим с вами. Если рассматривать вот в таком, скажем, ракурсе это положение, то, что происходит, вот Америка поддалась, как говорят некоторые политики, поддалась влиянию Израиля, который мечтает уничтожить Иран, а Иран мечтает уничтожить Израиль. Ну и, естественно, их сателлиты тоже
в этом направлении сегодня ведут свою там политику, военную, экономическую, все мы это знаем. Борьба, которая идет между этими двумя сторонами, нас интересует в той части, в которой как она будет сегодня отражаться, скажем, на территорию, скажем, или на чеченский народ. Ну, естественно, и на ситуацию с нашими друзьями, которые нас признают как государство, и дружественными народами. Если Мгм. так говорить, наша позиция исходит из того, что в данной ситуации, как бы что бы то ни было, эта война, которая развязана против Ирана, она фактически сегодня настолько, значит, неожиданно, можно сказать, с одной стороны, с другой стороны, оказалось, что нужно решить вопрос, украино-российский вопрос решить, изгнать этих оккупантов с территории Украины, и Мгм. тогда у нас, скажем, у всех у нас будет время и, значит, возможности решать вопросы, скажем, на Ближнем Востоке. Этого они не стали дожидаться, им было не до этого, и, может быть, это было развязано с подачи, может быть, Кремля. В этом нет сомнения, потому что они еще года полтора назад, два, а, организовывали Хамас, который нападал на Россию, напал, и Израиль. на Израиль напал, и столько там людей перебили. Потом Израиль начал бомбить и захватывать их территорию. И что там происходило? Снова гибли люди, дети, женщины. Ужасная картина, когда мы видим, что прямо на глазах у всего мира вот такое происходит, и мир ничего не может сделать. Почему так вот происходит? Теперь прошло какое-то время, теперь как бы в отместку Израиль делает вот такой ход, и, конечно, он это делает, этот ход при поддержке Соединенных Штатов Америки, это очевидно. Вот как это отразится сейчас на украино-российских отношениях, военных действий по изгнанию? Скорее всего, потому что в связи с этим нападением, в связи с тем, что все нефтеносные, как говорится, страны Ближнего Востока, Катар, Кувейт, Саудовская Аравия, там и другие страны, которые сам Иран, откуда поступает нефть в другие страны, они должны их вывозить, эту нефть. И этот перешейк или этот, скажем, пролив, если эти места, все те корабли и танкеры, которые там идут, будут бомбиться Ираном, Иран бомбит уже в ответ, как мы знаем, всех друзей ближневосточных, арабских или мусульманских стран, бомбит, бьет по их базам американским, бьет по этим государствам попутно, разбивает там дома жилые, тоже убивает взамен. Вот такое напряжение складывается в мире. И вот как говорят некоторые политики, и как об этом высказываются другие, то можно судить, что это близко к тому, что мы можем видеть, что в связи с этой событием, вот блокировкой вот этого нефтеносного района мира, откуда вот все это выходит, Мгм. можно судить о том, что резко возросли цены на нефть в мире. За бочку там сейчас вот до начала вот этих все действий где-то до 70 евро доходило или долларов. Потом они резко возросли до $100, 150, уже есть разговоры, что могут они подняться и до 200, и до более. Значит, кому это выгодно? Из этого мы можем смотреть. Выгодно, в первую очередь, в этой ситуации это выгодно Путину и его системе власти. Почему? Потому что если блокируется вот этот перешеек, откуда или перелив,
откуда выходят вот эти танкеры, везущие эту нефть по разным странам, скажем, Европу и другие, допустим, регионы мира, то где-то 20% и более, оказывается, нехватка нефти становится. И в Мгм. этом случае Россия может продавать свою нефть тайно или, может быть, даже уже и открыто Китаю, Корее, Индии и другим странам, хотя есть какие-то санкции и все такое. То есть вот это на все это как бы накладывается удар, который противодействует вывозу и продаже этой нефти и обогащению этих ближневосточных стран, которые имеют вот эти запасы нефти. В итоге мы видим, что это отражается отрицательно и на самой Украине, потому что отсутствие, скажем, вот этой нефти, которая оттуда идет, скажем, в Европейском Союзе, газа и другое, все это тоже отражается на то, потому что Европа сейчас взялась, вот, как говорят, помогать Украине. Она сама может оказаться в этом тупике, тем более, что в этой ситуации это подтверждается тем, что эта работа и за задумка Кремля со своими друзьями, потому что вчера Путин объявил, вернее, он заявил, что наши вот нефтепроводы или газопроводы, которым мы продаем нефть и сегодня Европе, по нашим контрактам, которые закончатся к концу этого года или в следующем году по контракту, надо их немедленно, может быть, их немедленно прервать уже сегодня. То есть таким образом Россия те свои обязательства по нефти в отношении Европы пытается вот так вот оборвать. И если она оборвет, то это проблема и для Украины, и для обороны Украины. А Россия в этом смысле имеет какой-то шанс усилить. И она вот сейчас с весны собирается, вот по данным всем, увеличить, как говорится, свою армию и ударить еще один ход мощный, как они говорят, ударить по Украине. Вот какая ситуация складывается. А как это отражается, скажем, на Украине, которую вот бьют тоже? Вернее, на Иране, которые бьют, и бьют, и бьют день и ночь. Они взаимно друг другу бьют и пытаются как бы договориться. Трамп предлагает переговоры Мгм. начать после того, как вот это все религиозное руководство уничтожено. Но его последователи этого режима, аятол, они отказались вести какие-то переговоры. И почему? Вот есть расследование, есть мнение, я тоже с этим согласен, что оказывается, что у Ирана есть стратегическая цель. Они развязали эту войну и сейчас вот отвечают, не хотят идти на переговоры с Америкой в данной ситуации. Мгм. Потому что если они сейчас пойдут на переговоры и остановятся, то они остановятся по причине того, что их принудила Америка и Израиль. Это их не устраивает, и они планируют бить по этим регионам, блокируют вот эти вот нефтепроходы, так их назовем, да, и Мгм. цены на нефть и газ в мире вот так вот повышаться, и отношение к власти, скажем, самой Соединенных Штатов Америки, который вот ожидает в ноябре выборы, так, и отношение к Израилю, который вот так вот в это дело втянулся, будет негативное. То есть и тогда во всем мире вот эта атака будет, конечно, и сейчас она осуждается, но она будет осуждена еще более, и в этом случае в перспективе, в будущем, если эта война закончится после этого, и они предложат сами это, то это будет означать, что остановление войны, при остановлении со стороны Израиля и со стороны Соединенных Штатов Америки, это будет означать, что Иран выиграл войну, и в перспективе эти страны, и западные, я имею в виду
Америка и эти страны, которые сейчас помогают Соединенным Штатам и Израилю, они в перспективе не посмеют напасть снова таким вот неожиданным ходом. Они будут понимать, что они будут блокированы в будущем. То есть они хотят выиграть в стратегическом плане, несмотря на то, что гибнут люди, несмотря на то, что вот такая ситуация, и поэтому отказались от этого, скажем, предложения Трампа: вот давайте теперь вот сядем и решим, больше не будем. То есть они больше не верят ни Америке, ни Израилю. Подпись, которую они поставят под свои документы, они считают больше нереальным. Вот такая ситуация, если коротко говорить, складывается вот в мире, на Ближнем Востоке между, скажем, Америкой, Израилем и с этим Иран. Ираном. В то же время здесь есть и другие шаги, которые Иран предпринял, как говорят. Иран ударил по, скажем, по Азербайджану. Удар этот, который они совершили по Азербайджану, в Нахичеван. Ну, никого там, как будто там никто не пострадал, слава богу. Но в то же время это, значит, стало поводом для того, чтобы сейчас быть осторожным Азербайджану. С другой стороны, эту политику, вот этот удар и все, что руководство Азербайджана поднимает вопрос и говорит, что вот, мол, мы хотим якобы такое это мнение есть, что в Иране где-то 30 миллионов населения, которые граничат с нынешним Азербайджаном, и президент Ирана тоже азербайджанец. И здесь вот такая ситуация складывается, что может быть так, что как будто бы это кто-то сделал, Иран отказывается, Азербайджан говорит: нет, это вы ударили. И в то же время есть как будто подоплека под это, что, оказывается, Азербайджан желает развала Ирана, чтобы вот эта территория, значительная территория с 30 миллионов населения, которая есть, скажем, на востоке Ирана, чтобы она отсоединилась от самого Ирана и создала свою отдельную республику, или, может быть, в будущем соединилась с самим Азербайджаном как единое государство стало. То есть вот такие вот планы, вот такие вот мнения раскручиваются, и они вполне теоретически возможно. Как это развернется, как говорят, спортсмены ковер покажут. Теперь это находится на этом ковре, и ситуация такая. Ну, я думаю, что коротко вот вопросы я так постарался объяснить. Аслан, давай, значит, вопросы, ответы. Баркал Аят, Дересу. Аят, как мы и предполагали, ситуация с проект Кечкин, как я его называю, потому что объединение Чеченской или временно оккупированной Чеченской республики Ичкерия, Ингушетии и Дагестана, российских провинций, в один исламистский анклав, такое гетто, Мгм. усиленно сейчас начало это происходить. Мы знаем, и как бы я предполагаю, что именно в этой же связке ведется работа и в Украине, что там должны быть какие-то люди, которые представляют Ичкерию, и потом они приходят в нашу страну, возвращаются, якобы там какая-то свобода, независимость, исламское государство и так далее. И, конечно же, сбитый самолет азербайджанский в 2024 году, где нас пытаются натравить на азербайджанцев. И вот мы это уже видим практически, ну, прослеживается, уже открыто прослеживается вот, их сценарий, открыто уже они действуют фактически. Как вы считаете, Аят, этот сценарий, если им удастся осуществить, чем это грозит? Не может ли это быть окончательным решением чеченского вопроса? Вот этот вопрос, который ты сейчас поднял, то, что там Россия пытается, как бы планирует, или у них есть такое мнение, объединить Дагестан, чеченскую территорию, оккупированную, так, с Мгм. Ингушетией.
сделать единым его, там, скажем, единой областью или единой республикой. Мне кажется, это будет трудно провести, во-первых, даже в самой России, так? С одной стороны. С другой стороны, если им это удастся, то я не думаю, что эти люди, которые там находятся, что они выступят против Азербайджана. Ну, стравить могут. Я не думаю, что. Это будет зависеть от дальнейших, вот, скажем, шагов, которые будут предприниматься вот в отношении этой войны, которая идет сейчас между Ираном и другими этими странами, которые я сейчас называл ранее. А с другой стороны, к этому как будто бы, значит, сейчас подталкивает и Евросоюз. Вот, смотри, Евросоюз, вот я сегодня услышал эти разговоры, Евросоюз, там собирались они, и даже это везде идет. Это даже и некоторые блогеры в Украине, некоторые политики, ну, в России тем более, и другие какие-то вот люди, которые рассматривают Чеченскую республику, территорию оккупированной Чеченской республики, как будто она есть часть России. То есть они сдают Чеченскую республику, сдают России. То есть они сдают не Чеченскую республику, они тем самым, ну, скажем, делают прецедент или показывают, что они готовы что-то сдать на съедение, не соблюдая современное международное право. С точки зрения международного права, Чеченская республика, чеченский народ создал свое государство со всеми атрибутами. Она признана была Грузией, она признана как оккупирована сегодня Украиной. Несмотря на это, Кая Каллас, этот верховный, скажем, представитель Евросоюза, а, выступает, ну, по иностранным делам, она выступает и говорит, что вот мы теперь рассматриваем вопрос, если вот сейчас изгоним с территории Украины все, скажем, войска, то мы изгоним их, и мы планируем дальше, чтобы была освобождена Приднестровская область, полностью освобождена сама Украина, там имеется в виду и Крым, и все. И сама даже Грузия, так говорит она. А про Чеченскую республику Ичкерия ни слова. То есть здесь мы начинаем задумываться над тем, в чем же причина. В чем же причина? Что они подталкивают Россию сказать, что Чеченская республика, территория Чеченской республики является частью России? Тогда встает вопрос, на, на какой основе Кая Каллас или другие там эти вопросы поднимают? Чеченская республика вышла из состава Советского Союза и не имеет никакого отношения, скажем, к Российской Федерации России, которая была создана как государство, образовалась только 31 марта 1992 года. Чеченская республика была создана ранее гораздо, и 12 марта, то есть завершила формирование своего государства с принятием Конституции, а 13 марта наше государство признано было и Грузией. Непонятно, почему эти люди, которые здесь на Западе есть, какую они играют роль, в чем причина. Мы, вот, чеченцы, которые есть здесь на Западе, которые есть во всем мире, должны задуматься, в чем же причина. Почему так вот себя действуют? Потому что эти люди, которые выехали сюда, понимают, что люди, которые выехали сюда или которые засланы сюда, марионетки какие-то или агенты влияния, демонстрируют, скажем, свою несостоятельность, так, с одной стороны, и потому что они с ними вначале вели такую, скажем, мягкую игру, думая, что они являются легитимной властью. Я имею в виду вот люди, которые себя представляют и выставляют, скажем, власти Чеченской Республики Ичкерия в виде там Закаевской команды и других разных блогеров. Так что или на это ошибка это, или это целая цельная политика. Вот что надо. Но в любом случае чеченцы, которые находятся за зарубежье, чеченцы, которые по всему миру, я имею в виду, да, и наши друзья, мы должны понимать,
что мы должны четко и ясно обозначить нашу позицию, которую мы обозначили и ранее, уже много раз. Мы участвовали в процессе, я и мои друзья из Президиума правительства Чеченской Республики Ичкерия участвовали в признании нашего государства, которое состоялось 18 октября 2022 года, когда Рада приняла решение, что эта страна оккупирована и все остальное, что там есть. Кроме всего прочего, Рада обратилась ко всем международным организациям, ООН, ОБСЕ и другим, в котором обратилась, значит, с предложением поддержать Чеченскую Республику, признать это действие как незаконное, оккупированное. И почему тогда Кая Каллас или другие эти вопросы поднимают таким образом, будто бы чеченское государство, которое создано, оно, значит, является, мол, как будто частью России. Почему вы сдаете ее? С одной стороны, вы говорите, что мы должны действовать строго в рамках международного права, а Чеченскую республику сдаете. Как это понять? Вот этот вопрос для нас, самих чеченцев, тоже должен быть острым, и мы должны понимать, в чем тут дело. Поэтому здесь вот говорит о том, что будет здесь вот это столкновение, скажем, что эти республики объединяются для того, что они потом выступили против, скажем, Азербайджана. Но теоретически Москва на это, конечно, способна. С другой стороны, она, Москва, способна, но мы же видим сейчас, как они посылают туда. Может быть, им это не удастся в ближайшее время сделать. Эти планы у них были давно, очень давно. Да. Только не сейчас, а еще давно были, несколько лет назад, раньше. У них всегда эти планы были. И сейчас мы видим, что происходит снова. Здесь можно полагать, что будем разговаривать и думать об этом после того, как, если это произойдет, скажем, и Россия вот такое объединение сделать. Но в то же время хотелось бы сказать нашим гражданам, нашим, скажем, друзьям из других республик Кавказа, что мы не должны поддаваться этой пропаганде, мы должны понимать, что происходит. Мы прекрасно понимаем, что наш враг в лице Кремля, который убил столько наших людей, почти четверть населения, 250 тысяч человек, из них почти 42 тысячи детей, что ее союзник Иран в этом вопросе не наш друг. Это мы понимаем прекрасно. Но в то же время мы понимаем и другое, что этот очаг войны, который сейчас вот так вот возник здесь на Ближнем Востоке, что это опасно, что это может в конечном итоге может перейти и в то, что это может быть и ядерный удар, и Третья мировая война, собственно, она уже, можно сказать, идет, но что могут быть использованы и эти средства, скажем, нападения, скажем. Это опасно в целом, и поэтому мы призываем к тому, чтобы эти страны, и Соединенные Штаты Америки, и Израиль, и сами Иран, чтобы они остановились. Нечего здесь, скажем, спорить. Нападение на Иран, с моей точки зрения, тоже неправильно. И свергнуть их власть с точки зрения международного права, это неправильно. Как, скажем, были там, это можно, но для этого нужно разрешение. Или одобрено это должно быть Организация Объединенных Наций, или одобрено, с одной стороны, своей стране, скажем, своим законодательным органам, а потом и в Организации Объединенных Наций. Этого нет. Поэтому вот эти недостатки в этом вопросе, они как-то показывают, что сейчас не право, скажем, закона, скажем, да, а право силы сейчас выступает на передний план. И для нас, и для чеченцев, и для всего остального мира это очень и очень опасное явление, когда кто-то самый сильный начинает, скажем, нападать на другие страны, забирать их имущество, убивать их. И это недопустимо с точки зрения морали, нравственности.
Поэтому я вот так бы ответил на твой вопрос, Аслан. Спасибо, Аят. Самбях Машвой, Калас, снится российский газ и нефть, пишет Асламбек Тутаев. Ее муж вел бизнес с Путиным. Они все, по-моему, Аят, повязаны с этим Путиным, с их Но мы нефтью. можем говорить, а в то же время вот это может быть и так, теоретически. Мы говорим по внешним признакам, по той информации, которая у нас есть, а на самом-то деле, какая там у них внутри вот эта кухня, как она варит, что она делается, оно как раз является движущим, так сказать, моментом. Они когда здесь, посмотрим, как говорят, посмотрим. Ага. Иркин пишет, наш казахстанский зритель, по мне, за атаками по Азербайджану стоит Россия, говорит Аят. И вот в связи с этим у меня тоже возникли очень странные подозрения, причем Иран отрицает о том, что он бьет по намного мощному государству США, Израилю, прям бьет по гражданским, совершает военные преступления фактически по Израилю, нанося удары, наносит по базам в арабских странах и не только по базам прилетает. Но Иран сказал, что он не бил по Нахичеванию. Вот по Америке бью, по Израилю бью, а вот по Нахичеванию не бью, говорит. Вроде нелогично, да, отрицать. Начинать войну против Азербайджана, когда 30 миллионов азербайджанцев проживает в Иране, тоже как бы самоубийственно. И вот в связи с этим у меня возникла такая очень интересное такое замечание у меня. 25 декабря 2024 года, когда сбили самолет Embraer авиакомпании «Азал» над небом Чеченской республики Ичкерия, рейс Баку-Джахар, бывший Грозный, Алиев изначально подчеркнуто был сдержан, очень сдержан. Хотя 38 человек погибли, самолет долетел до казахстанской земли, территории, там упал, 38 человек погибли, и все равно был сдержан. И когда уже начал вроде бы такие жесткие заявления делать, он начал говорить, самолет был сбит Россией, но мы не говорим, что это было сделано специально, хотя это было сделано специально, все об этом понимали, я об этом еще писал такой текст интересный, который четко показывал, что это было сделано специально, и раскритиковал бредовые версии России, и как бы раскритиковал все это, потребовал извинений и компенсаций. Такая же ситуация произошла, но без жертв абсолютно, говорят, 2 или 4 ранены, на Нахичеване, исконно чеченской земле, которая сейчас принадлежит Азербайджану. И 5 марта 2026 года мгновенно после нанесения удара, еще никто не погиб, и Алиев начинает рассказывать о том, что это гнусный террористический акт, пример крайней неблагодарности. Короче, привести армию номер 1 боевую готовность. Короче, готовимся нападать там и так далее. Почему такая разница, Ая? 38 человек убиты от его друга и коллеги Путина, он это так спокойно воспринимает. Какие-то непонятные залеты и непонятно от кого. Возможно, с территории Ирана. У России много там агентуры в Иране, они сотрудники давнешние. Почему вот такая вот реакция, как вы считаете? Ну, каждый случай отдельно надо рассматривать, конечно, так? Тот случай, который произошел тогда, я думаю, это был неожиданный случай. Никто не ожидал, но что Россия вот так вот сделает, и поэтому они пытались это дело расследовать, но, насколько мне известно, они уже знали с первого дня, что это работа Кремля. Они хотели перевести стрелки на местную власть, на Кадырова, но и это у них не получилось, потому что у него не было такого стрелкового оружия, которое бы бил бы по самолетам. Ну и когда все же этот самолет упал в Казахстане, здесь столько людей погибло, да, это было, конечно, значит, реакция была, и реакция, ну, достаточно, скажем, неожиданно, даже настолько смело, насколько мне показалось, даже это было очень смело тогда. Вот заявлял президент. Через 3 дня, через 3-4 дня. А тут Да. моментальная реакция. Причем Иран отрицает. Он говорит, что это не он.
а, моментально, видимо, здесь, конечно, можно было бы и сразу сделать, но тогда, видимо, по причине того, что еще не был к этому готов, нигде не было, теперь научился и здесь немедленно сделал заявление. То есть здесь вот, как будто получается, он точно знает, что это ударили, а, Иранцы? иранцы, так, и поэтому он говорит мы. То есть это похоже на то, что если бы, скажем, он желал бы раскола, Ирана, так, на этом можно предполагать. Мгм. Но с другой стороны, здесь что было, скажем, вот, по самолету, что было, что в Чеченю упал, то Мгм. здесь, был другой вариант, и там уже было, значит, требовал извинений, еще такое. Здесь же он извинений не требует, он говорит, Нет, что мы он в ответ, воевать готов. да, готовы, и мы там совершим вам это. И мы ходили к вам, выражали соболезнования гибели вашего главы государства, а вы теперь так себя ведете, хамски. Ну, здесь, можно предполагать, Аслан, много вариантов, да. Но то, что ты заметил, это правильно. Я вижу, что правильно это. Но, здесь посмотрим, как дальше будут развиваться. Если, тем более, Иран отказывается, это не мы били, так, Мгм. то, я не думаю, что, э, они могли, Россия могла как-то, могла она организовать. Многие говорят, что вот Россия это сделала. Как могла Россия это сделать? Тоже через какие? Через Армению или через Турцию тоже она не могла сделать. Только это Иран. А может, это случайно было, а может быть, теперь они сожалеют, что делать. Наверное, правильно сейчас он сделал, что мы готовы, в случае чего, значит, дать отпор. Вот они приготовились, в смысле Азербайджан, я так думаю. Сейчас говорить, что здесь, какие там шаги они предпринимают, так, там и здесь, да. В оба случаях пострадала, территория Азербайджана. Там Мгм. люди погибли, здесь, ничего нет, кроме там материальной, скажем, а, побили там какие-то стекла или что-то такое, насколько я понял это. Да, там не очень серьезные. Да, да, да. Поэтому, пока что давай воздержимся от этого, на это отвечать. Посмотрим. Я думаю, что потом это как-то, значит, станет более яснее, тогда мы поговорим об этом. А здесь, в то же время, то, что они вот предпринимают такие шаги, и то, что они с Арменией сейчас ищут какие-то выходы, понимая, что именно, Россия, власть России является зачинщиком вот этого противостояния, что между Арменией и Азербайджаном, это, это положительно, с одной стороны. С другой стороны, и там вот между этим делом, чтобы это не установилось, идет разные провокации там идут. Я слышу, там одни идут, другие говорят, с армянской, и с азербайджанской стороны. И дело в том, что сейчас мы должны действовать, как вот я, говорил вначале, что мы должны в рамках современного международного права действовать, даже если Нахичевань чеченская территория, как ты сказала. Но она когда-то, может быть, там исторически что-то там было, но мы, сейчас об этих вещах не говорим. Это Не только можно говорим. в историческом плане сказать что-то, где-то там жили, там были, названия были. Это все ясно. Это, может быть, там есть подоплека другая, может быть, более глубокая. Так что это нужно рассмотреть, тем более, что ты этим сейчас занимаешься, ты нам это все потом через своих, специалистов все выведаешь, я надеюсь. Да. Ну, вот такая вот ситуация, Аслан, мне кажется, так, в основном. Мгм. Да, конечно, 2,5, более 2000, 2500 лет назад на Нахичевань проживали Ну, чеченцы. это уже ушло, в Да-да, глубокую историю. Что конечно, если конечно. так говорить, где-то все говорят, вот, откуда появился вообще население, то оно пошло как бы из Африки и начало двигаться сюда, на Кавказ. С Кавказа пошло на восток, потом оттуда на Америку, а отсюда другие пошли на
Европу. Это целая история. Это миграция, которая была с тех пор, и сейчас она тоже. И этому пытаются эти государства препятствовать, но все равно этому препятствию, как бы то ни было, все равно миграция не остановлена и будет продолжаться. В этом плане мы должны сегодня придерживаться современного международного права, потому что для нас, скажем, для чеченцев, для Чеченской Республики, Мгм. это есть тот ресурс, который мы имеем, и основание, на основании которого мы должны отстаивать свои права и права своего народа. В частности, я хотел бы сказать еще одну вещь, когда вот говорят, вот маленькая территория, небольшой народ, вот эти вещи мы не приемлем. У нас территория маленькая, мало, конечно, небольшая территория, но народ не маленький. Это раз. Во-вторых, как бы то ни было, мы должны понимать, что в мире есть около 200 государств, из них около 40, 39, 40 являются по численности населения и по территории не меньше, чем наша республика. Совершенно И мы, верно. мы с точки зрения международного права создали свое государство, а раз мы его создали, и сегодня, скажем, Европейский Союз, некоторые деятели пытаются нам вот такой вот барьер поставить, и потом им содействуют где-то что-то, для нас это сигнал. Хотя мы об этом говорили и раньше, я и раньше тоже говорил, и другие говорили. Вот этот момент очень важен для нас. Так что вот такое дело, Аслан. Мгм. Баркал, Аят, вы сказали, что вот нефть уже дорожает, уже, по всей видимости, она будет еще дорожать. Венесуэла и сейчас Иран уже выключены, можно сказать, из поставок Китаю. Это место займет автоматически, это около 20% от всей нефти займет Россия. И, конечно же, выросла цена, растет цена. И, по всей видимости, как вы говорите, эксперты, многие говорят, что до 200 может вырасти, до 150 может вырасти и так далее, и так далее. Ну, короче говоря, вот если спросить искусственный интеллект, он говорит, что в краткосрочной перспективе для Евросоюза это удар, мощный удар, долгосрочно это катастрофический удар, война в Иране для всего Евросоюза. То же самое касается Украины. Для Украины уже удар, и уже это такой хороший, можно сказать, ну, в кавычках, конечно, плохой, очень плохой. Это удар для Украины, а долгосрочно это тоже катастрофа для Украины. Потому что все ресурсы, если все будет, внимание будет на Иран, то Украина именно того, что Россия добивалась 7 октября, когда она устроила геноцид через своих прокси Хамас, устроила геноцид еврейского народа. И вот сейчас уже, ну все уже, и США втянулись, и Израиль уже там по уши там внутри, и уже соседей туда всех пытаются подтянуть. И чем это может обернуться и для Евросоюза, Аят, и для Украины, которая на самом деле держится вопреки всему. Ну, чем может это обернуться, я уже частично сказал. Мгм. Конечно, может быть так, что в какое-то там окончательное решение этого вопроса не может быть, если вот на такой стадии оно будет. Может туда кидать, сюда кидать бомбы, ракеты, и это если будет продолжаться, вот, допустим, Украина, они даже физически вторглись на территорию, скажем, Украины, и Да. уже 4 года, как они воюют, бьются и ничего не могут сделать. А там тем более они не смогут, тем более, что не могут туда подойти. То есть откуда они будут, что с воздуха, что ли, своих солдат засылать туда? И тем более, что граждане Америки против того, чтобы это сделали, чтобы солдат посылать туда. И Трамп обещал, что туда ни один солдат не пойдет, чтобы там, скажем, ступала нога вот, солдата американского. Поэтому это может быть вот так вот перекидка, и это в этом случае это, как я говорил, вот есть мнение, что это будет выгодно для Ирана в долгосрочной перспективе, так? А так вот, вот это вот противостояние между Израилем и, скажем,
этими странами, ну, скажем, некоторыми странами арабскими и этим Ираном, то это вопрос там такой имеет глубокие корни, которые, если с точки международного права смотреть, его можно рассматривать, проводить конференции, приходить к какому-то выводу. И то есть это надо делать. С другой стороны, смена власти – это вопрос, конечно, в первую очередь, это вопрос самого народа. Но если народ настолько вот забит, настолько не может что-то сделать, то ему помочь надо, но помогать, убивая там людей, вот, или убивая там мирных людей, это тоже не помощь. Вот что получается. Это как раз-таки негативное отношение к тем, кто вот это делает. Я так думаю, куда оно развернется, в перспективе, я думаю, что через какое-то время, месяц или два, все это может остановиться. Когда все поймут, что если на Иран, вот, о котором мы говорим, вот такое есть нападение, а оно очень влияет на ситуацию, которая есть во всем мире. Вот смотри, в Европе, Европейский Союз, он может остаться без газа, без нефти, ты говоришь, так? Другие страны мира тоже могут остаться. А Иран пропускает своих союзников. Для России он танкеры не бомбит. Для Китая он танкеры не бомбит. А всех остальных, кто против, он бомбит. То есть ситуация вот такая. И сейчас я, конечно, не хочу говорить, что это может вот такой будет исход. Но, по крайней мере, мне хотелось бы, чтобы это закончилось, как и всем, чтобы все вернулись на, как говорится, на исходное и решали эти вопросы мирным путем. Так. Баркаят. Друзья, задавайте вопросы. Аиса, вопрос. Я так правильно понимаю? Я его зачитаю, но он адресуется НАТО. Официальный вопрос к Союзу НАТО от Президиума правительства Чеченской Республики Ичкерия. Суверенитет Чеченской Республики Ичкерия соответствует международному праву. Ссылки от Президиума правительства ЧРИ. Ответьте нам официально. ЧРИ Ичкерия государство или часть РФ? Если мы оккупированы РФ, то называйте Чеченскую Республику Ичкерия оккупированной, говорит Иса. Но они, в принципе, считают нас частью России, но они не считают нас оккупированной. И геноцид можно делать. Значит, если какой-то народ принадлежит, оккупирован ранее, там, находится под властью, под юрисдикцией какой-нибудь империи, то можно вырезать любого из этих жителей, и весь мир должен сказать, это внутреннее дело вот этого государства. Так получается. Ну, можно так говорить тоже. Ужас, конечно. Да. Какие же лицемеры все на этой земле. Чем больше узнаю людей, как один сказал, тем больше люблю собак. Не только собак, все животный мир лучше. Люди, они коварные. Животный мир, он питается, он борется за питание. А вот люди, они разумные, они понимают, они хитрые, более коварные гораздо. Аят, как вы считаете, почему ни Израиль, ни Азербайджан не признают Чеченскую Республику Ичкерия? Вроде бы они против России, Россия их убивает, Россия им вредит, ну или, может быть, не вредит. Натаньяху говорит, что он до сих пор дружит много лет с Путиным и так далее. Даже после 7 октября он не смущается это говорить. Алиев, как мы знаем, тоже очень нежно обнимается, всегда постоянно с Путиным. Сейчас немножко, может, играют роль, может, по-настоящему поссорились. Почему этих два государства, например, не признали? И Армения, которая к нам имеет тоже очень такое близкое отношение. Грузия признала, Украина признала, а вот эти два важных для нас государства, и мы бы были для них важными очень, если бы они раскрыли глаза. Здесь дело в том, что почему они признают, это надо спросить их в первую очередь, так? Во вторую очередь, как мы знаем до сих пор, хотя это и нет, никакого оправдания не было, оно во что вылезло, мы сейчас видим.
Мгм. все республики, которые вышли из Советского Союза, Мгм. они тоже, в принципе, кроме Грузии, нас никто не признавал. Это под давлением Российской Федерации России, которая экономически, в военном отношении, они боялись, хотели стать на ноги. Как говорится, на ноги встать, и тогда бы они были, может быть, потом что-то сделаем. Мы обращались с ним, разговоры вели и все такое, но не получалось. Кроме этого, Россия имела такие, значит, экономические влияния со всеми странами почти остального мира. И Мгм. там она блокировала, изображала из нас, как ты знаешь, террористами, бандитами, что только на нас не навешивали. И в информационном плане нам, хотя мы ездили, и я бывал, и другие, мы бывали в разных странах, так, и здесь вот на Западе они вот воспринимали эту всю картину, они говорили, что Чечня часть России. Под таким лозунгом они действовали. И когда им было сказано, если это под таким лозунгом действуйте, то придите и создайте специальную международную комиссию по геноциду чеченского народа, по убийству нашего народа, и сделайте свой анализ, имея в виду, что это один из признаков того, что народ может создавать свое государство. Хотя наше государство было создано мирным способом, как и другие. Почему препятствовали? Так вот, такое выступление в Организации Объединенных Наций мне удалось выступить, и я выступил там и сказал, что вот то-то, то-то, и создайте, мол, вот такую-то комиссию. Вот в течение вот моего выступления, там минут, наверно, 6-7 было, может быть, так, меня дважды минимум останавливали по требованию российской делегации там. И говорили, что вот не давайте ему говорить. Начали обвинять в том, что вот настолько я хочу объяснить внимание, это влияние было, что это, мол, страна, это территории, это бандиты, террористы, это, мол, меня обзывали тоже, они там, специально было решение, и это решение потом было, то мне дали на возможность выступить, это была транснациональная радикальная партия. Я Мгм. благодарен из-за этого. И вот за это выступление они хотели исключить из участников вообще партийной организации транснациональной партии, Всемирная партия, исключить ее оттуда. И против нее было тоже организовано давление, и этот суд перенесли они в Америку, в Соединенные Штаты Америки. И мне приходилось летать туда, в Америку, летать, чтобы доказать, что на самом деле, что я, как они называли, Москва называла, что я террорист, бандит, называя мою фамилию, говорили, что вот он, значит, пособник или член отряда Басаева, что только не говорили. И тогда, когда там в Америке им не удалось этого достичь, а сам спор, который бы там развернулся бы, этот спор о нашей государственности, об этом, и Россия, видимо, тогда вот сделали мы вывод, они не захотели, потому что у нас все материалы, все было, они не захотели там этот вопрос поднимать, чтобы не придать массовое, так сказать, оповещение всему миру, что происходит. Они согласились, и транснациональная радикальная партия выиграла этот спор, ну, вместе со мной. И они написали специальную книгу, целую книгу, листов 300, в котором они эту книгу назвали «Операция Эдигов». То есть борьба в этом направлении шла, и вот по этой причине Россия делала вот так, как она империя, она влияла на все другие страны, а нам не удавалось эту работу вести, активнее не удавалось вести эту работу, чтобы вот так вот было влияние, как сегодня. Вот, допустим, сегодня мы можем говорить, а то не было тогда этого. Могли только по телефону позвонить или на место поехать, так? Это 91 по 96, 7, 9 годы. Такой связи не было, Аслан. Вот как была ситуация.
И теперь мы сейчас обращаемся, и отсюда я обращаюсь как представитель нашего государства. Признайте наше государство, объявите, что оно законно создано, и это будет, как говорится, достойный шаг для всех этих республик бывшего Советского Союза, которые вышли, и в то же время обращаемся и европейским странам, и другим странам мира о признании нашего государства. Каждый шаг, который вы сделаете в этом направлении, это будет шаг к миру и стабильности и соблюдению международного права. Вот так я считаю, Аслан. Баркалая, Дейресхур. Здесь Израиль Корфер пишет, что кавказцы и евреи за Ичкерию. Спасибо большое, Израиль Корфер. Мы тоже любим, уважаем своих кавказских евреев. Я почему это спрашиваю? Вот смотрите, я уже много уже времени говорю о том, что готовится там этот исламистский анклав под видом исламского государства, там все такое, и корни, они везде разбросаны, начиная от там Украины могут быть там, они могут быть там непосредственно в нашей стране, в Дагестане, в Ингушетии, вот это все как бы объединяется. И это угроза для Азербайджана, для нашего народа угроза, для азербайджанского, для армянского народа угроза. Но и для Израиля, который как бы хотел бы, имеет хорошие отношения с Азербайджаном и как бы хотел бы и влиять полностью в этом регионе, вытесняя даже немножко, пододвигая Турцию, с чем Турция не согласна. И я полагаю, что мы как такой бесхозный товар, скажем так, находясь в оккупации, наши люди там, их можно легко манипулировать и их использовать. И если бы вот эти страны, Израиль, США, Азербайджан, Армения, вот эти страны в нашем регионе, там, США, при желании Израиля, если бы они бы нас признали, бы, президиум правительства, не симулякры, как это некоторые там пытаются представить, там, Ахмеда Закаева, который абсолютно людьми не поддерживается, абсолютно дискредитирован полностью в чеченском обществе. Ну, почему-то вот все упорно пытаются навязать. И я знаю, я вижу, что есть какая-то сила в Израиле, которая связана с Путиным. Натаньяху говорит, что он там с ним до сих пор друг, как я уже сказал. Они построили отдел ФСБ имени Кадырова, так называемую мечеть у себя в Израиле. То есть нас уничтожили, и на имени предателя, врага чеченцев, ну, хуже, чем врага предателя, они строят там мечеть. И как бы видно, что это не просто так все происходит. То есть предатели прорусских чеченцев пытаются легитимизировать, пытаются их представить такими, ну, если Израиль – это святая земля, то на святой земле строится, ну, какая после этого она может иметь какую-то святость, если строится ямарты, предательство, и подлость, вероломство, убийство человек делает, они там строят эту мечеть. И вот эти вещи, они у меня в голове постоянно крутятся, и я не могу никак понять. Я понимаю, что нас ненавидят, не знаю, за что ненавидят. Я вижу, что нас ненавидят за что-то. И я понимаю, что теперь им угроза. Угроза от нас, к сожалению, не от нас, мы решаем. Мы находимся в заложниках, как сейчас в Украину посылают. Вот почему я хотел бы обратиться и к израильтянам, и к армянам, и к азербайджанцам, и к американцам, чтобы они ради себя хотя бы, ради нас-то ничего вы не сделали до сих пор, когда был геноцид. К большому сожалению, это мне неприятно говорить, но это так. И вот хотелось бы, чтобы обратились не к симулякрам, а к реальным чеченским проблемам. И вы увидели бы все, если бы вы поддержали бы настоящих чеченцев в лице президиума, правительства, людей, которые доказали всей своей жизнью, всей своей борьбой, что они не стоят на интересах нас, чеченцев. Вот как евреи любят Натаньяху, хотя там можно его и не любить, но евреи любят его, уважают его за то, что он много делает. И братом пожертвовал, погиб его брат, и сам ранение получал, и так далее, и так далее. Воевал человек за свою страну. Но вот точно так же у нас есть свои люди. И эти люди, их поддерживает чеченский народ. Но когда вы нам симулякров подсовываете, Кадырова мечеть там строите, или Украине Закаева вы приглашаете, который чеченский народ все видит, фальшь видит. Мы, может быть, не очень все видим, знаем, но свое мы, фальшь мы разобрать можем. Поэтому, если это не изменится, если вы как-то не отреагируете на это, ну, то
Это катастрофа для нас в первую очередь, ну и для вас тоже. Хотя, может быть, кому-то нужна эта катастрофа, Аят. Может, нас нужно уничтожить, чтобы нас не было, и завладеть и нашей историей древней, и нашей землей, и вообще, чтобы никто не спрашивал за геноцид, который над нами совершили, то есть, чтобы не было ответчика. Как вы считаете? Я считаю, что движущей силой у человека является живот. Вот отсюда все происходит. Кто мало, кто больше кушает, и все. Давай на этом закончим, иначе мы сейчас вообще далеко с тобой зайдем. Час прошел уже. Баркалла, Да. ну, я тогда завтра об этом буду говорить. Буду говорить Да. правду у себя в стриме. Всего самого хорошего. И последние вопросы у нас. Тут вопрос был, втянут ли Азербайджан и Чеченскую республику Ичкерия в войну против Ирана. Ответило почти 300 человек. 21% ответили да, нет, ответили 64%. И втянут весь регион, ответили 15%. Ну, на этом можно закончить наш стрим, Аян. Баркал, Давай, Бартон. Всего хорошего, друзья. До свидания. Адик, Адик, спасибо. Спасибо.